Ну, здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня Маша рано затопила баню, натаскала воды, затопила баню, но не для того, чтобы париться. Она сегодня убирает то, что осталось на грядках. А осталась свекла. Маша, привет. Всем привет. Свекла, морковь. Еще что там осталось? Все. Да, ничего. Свекла, Давай не будем обманывать зрителей. Умка, перестань. Вот смотрите там, где-то я видел, я отсюда вижу. Там знаешь, сколько помидоров этих черри? Это не черри. Это не черри, да? Черри в парнике. Черни в теплице. Но их очень много там еще. А уже в эти заморозки были немножко, давай. И ничего, нормально все. А когда ты остатки эти соберешь? Собрать надо, но это уже, наверное, чернеть будут. Там вот я через камеру видно, там очень много еще этих. Прямо на открытом грунте сорт, не могу даже сказать какой сорт, сейчас сразу. Дачник? Дачник, вот Маша говорит, дачник. Маша убирает свеклу. Ну-ка покажи, какой урожай. Сейчас я поближе подъеду. Неплохой же, да? Вроде бы ничего. Свекла как свекла, средних размеров. Но и не мелкая же, средняя такая. Вот такая свекла. Мелкошня-то есть уже. Мелкая. Ну, как же без мелкой? Вот тут грядка, морковка и свеклы. А вот это у сестры, да? Да. Там дальше. А баню растопила, чтобы потом там можно было, пока работаем, согреться и морковку сушить. А вы думаете, тепло у нас? Вот смотрите, я в чем одет. Уже одел обувь. Прощай, молодость, называется. Вот. На небе уже тучи такие, ну, очень полностью, очень такие вот тяжелые тучи.
холодно. И да, и холодно. Очень холодно. Кошка лапами нос закрывает. Ветер холодный, Холодает. барсик нос закрывает, когда спит, значит еще будет холодно. Но главное, что дождя, Маша, нету. У тебя еще работа предстоит. У меня? Да. Какая? Колодец. А да, я колодец-то не сделал еще. А мои мужики уехали на охоту в лесу они. Приедут, так сделаем. Мосточки еще нужно закончить, да? Вот у На тебя мосточки, работа еще, на много мосточки это, если материал останется. работы. Много еще работы. Купишь? Ладно, Маша пускай занимается этим, а у меня сегодня задача, Маша, я хочу сегодня первый раз самостоятельно съездить сумкой до озера. Вообще, по селу прям, конечно, боюсь, не знаю, что получится, но хочу попробовать, потому что Умка уже измучилась в вольере, Умка, хочет гулять, умка. прогуливаться, а мужики в лесу. Некому вести. Вот. Попробую все-таки я. Ну, пойди, посмотри. Убежит, не убежит? Да убежать-то ладно, так это, я боюсь, вот мне идти надо, сколько там, метров 300 проехать до основного перекрестка. А там уже свернем с асфальта, да, не страшно. Видите, она что делает? Короче, я поехал. На, Умка. Пока мы с Умкой прогуливались, Маша уже выкопала свеклу. О, морковка какая большая, ну-ка покажи. Вон такая морковка. Она уже выкапывает морковь. Не маленькая морковь, давайте. Нормальная такая морковь. Свекла тоже. А свекла какая? Нормальная тоже, да? Свекла, можно сказать, мелкая. Мелкая, да. Сейчас потом покажу, какая свекла. Слишком мелкую на земле оставила. М. Мы все равно много свеклы не кушаем. До сих пор петрушка растет. Да. А эту петрушку не замораживают, не знаешь? А шукар тогда посчитали мы вечер. Да, можно насушить или что-то не оставлять же на заморозке. Вот. Да и фигурные своими же. Нормальная такая морковь. Умка молчит, устала. Ох, и набегалась она там на поле. И на речке. Ей это самое, она плавать хочет. Она плавать хочет. Сама, да, залезает. Потом я боюсь, что приступ начнется или что-то, отзываю ее. У нас ведь новый житель, друзья. Шарику подругу, а там вон. Вот такая собака. Девочка тоже. Но ей уже 3 года. Убежала. О, вон. Ей уже 3 года. Зовут Айда. И это самое. Шарик сразу повеселел. Улыбается, да, Маша? Каждый день. Старичок наш. Так, пойду поснимаю свеклу. Куда-то это самое рассыпала, да? Да. Съезжу, посмотрю. А вон и свекла рассыпала Мария. Ну, свекла сказала, как и сказала, не крупная. Зато морковка уродилась вообще шикарная прям.
Ну, свеклы. Да нам хватит этого. Что там? Ты свеклы-то. Маша уже морковку моет. Я спросил, говорит, может, не надо мыть или что ли? Она говорит, надо мыть, так хранять, да? Мытым и хранят, да? Да. А мытым и где хранят? В подвале тоже. Мешки засунуть или в пакеты, да, в пакеты некоторые засувают, но потом дырки делают, чтобы... Но тоже в подвале хранят, да? Ну, да. Не знаю, я всегда думал, что в песке хранят морковку. Засыпают Кто песком. как хранит, по-всякому. А, ну понятно. Перестань. Шаричок, старичок, лаять, перестань. Шарик. Старый шарик. Ей тоже играться, а не хочется. Делали, чтобы цепь не доставали. Иди сюда, скажи, иди сюда, давай. Ворчит старичок, ворчит. Она не скучает. Да, зато не скучает. Надо еще к зиме их будку подготовить нормально. И шарика к зиме отпускаем обычно. Он знает. Он не умка, он машину за километр обходит. Шаричок-то наш. Вот так, Мария Олеговна. Морковка чистится, на зиму заготавливается, огород худеет постепенно. Так ведь? Вон какая крупная морковь в этом году. Ну-ка покажи. Вот такая. Прям вот смотрите. Вот это морковь. Картошка да морковка. Это в этот год по ихнему погода, значит, была. Маша уже заканчивает уборку моркови. Скоро уже еще. Три вот таких эмалированных таза получилось моркови. Это, наверное, нам более чем достаточно, да, Маша? 3 вот таких моркови. Ой, 3 вот таких этого таза эмалированных. Свекла убрана, морковь убрана. Я ведь не забыл, у меня там это, не жалко помидоры оставить там, чтобы это, они замерзли. И потом она вот эту морковку вымоет, потом ополоснет в воде теплой. И в бане же будем сушить на полу. Там расстелена пленка. Маша пошла добывать помидоры, да? Все равно уже, наверное, будут заморозки, так ведь? Они уже не покраснеют все равно. Да, вот собирает там. Остатки сладкие, да ведь, Маша? Солнце вышло. Чтоб тебе помидоры легче было собрать. Да, солнце вышло. Тучи везде, а вот солнце вышло. Есть хоть там что-то, нет? Много, но потом поближе покажешь потом. А потом эти кусты тоже надо убрать, же, нет?
скоро октябрь, а мы все еще помидоры собираем. Маша. Все еще помидоры собираем. Люди-то уже, наверное, все собрали уже. Да, все собрали, все приготовили уже за кромах, а у нас все еще собираем. Скоро снег выпадет. Это нужно, наверное, это, зеленые помидоры консервировать, а то почернеют. Ну да, как-то надо поискать рецепт, что можно делать из зеленых помидоров. Больше мы кушали свежими. Ну вот и, как говорится, опустошил нас огород. Картошка убрана, 126 ведер крупной собрали. Мелкое не считал там, ну, немножко. И семенной тоже не очень в этом году, семенной. Убирает морковь убрана, свекла убрана. Вот Маша добирает помидоры, там остатки сладкие. И это еще петрушечки, кусочек немножко возьмем и насушим, так сказать, или как правильно. И все. Бубын, туз остался от огорода. Огород 20-20. Нормально так дал урожай. Так ведь, Маша? Нормально. Ну-ка, давай. Ну, маленькие это, естественно, октябрь на носу. Но они есть. Вот такие, что потом поделаешь. Может еще и это самое. В валенках как-то еще краснеет. Попробуем валенку засунуть. Вот покраснеет. Вот так. Вот так, Мария Олеговна. Угу. Будем заканчивать наш урожайный фильм. Умка спит, и не дразни уже. Пускай она устала, спит. Так. Ну вот, друзья, так сказать, фильмы о нашем огороде на этот год, то есть на 20-й год закончены. Если, ну, что уже потом там, все убрано. Земля дала свои плоды и неплохие. И картошка урожай хороший, и это морковка, там помидоры, огурцы. Все это нам, главное ведь как? Главное, чтобы немного было, а чтобы хватало. А нам этого даже излишки. Картошка очень много. Морковка тоже такая крупная и очень хорошая. Свекла, ну, свекла немножко помельче, но нам хватит. Вот. Ладно, буду заканчивать. Это такой тоже фильм сумбурный. То там, то сям. Вот. Всем пока. Смотрите наши видео дальше. Надеюсь, скоро будем же и готовить, печь на кухне. Скоро дожди пойдут, быть придется печь дома сидеть, не ходить на улицу, а печь. Печь там, готовить. Все, постараемся тоже показать. Все, заканчиваю. Всем пока. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Делитесь нашим видео в социальных сетях. Нажимайте на колокольчик. До новых видео, друзья мои.